отмечает легенда остинского телевидения Земфира Кулова. Именно она на протяжении многих лет знакомила зрителей с последними новостями республики. Для жителей Северной Осетии Земфира Давыдовна стала практически членом семьи. Земфира Давыдовна, здравствуйте! Нам очень приятно сегодня вас видеть в нашей студии. Спасибо, Люда. Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях. Земфира Давыдовна, вас называют легендой остинского телевидения. Вы когда-нибудь думали о том, как бы сложилась судьба, если бы не попали на телевидение? Если в начале, когда я пришла на телевидение, я не хотела быть диктором, я хотела быть режиссером, и просто думаю, дай-ка я попробую на вкус, какая это вот профессия. Как раз в это время там шел кастинг, и Ахсарбек Тарканович, он попросил, чтобы меня посмотрели на предмет вот замещения вот должности диктора-практиканта. И я думаю, ну хорошо, посмотрю, надо же как бы изучить историю изнутри. А уже когда я поработала, я поняла, что это мое дело, и что Всевышний привел меня какими-то, пусть окольными путями, но именно к той профессии, которая мне интересна. Я уже и сегодня много раз рассказывала, но расскажу еще. Ну, мы сидели и нас, естественно, тестировали всех. И я прочитала какой-то текст, спустился Володя Дудиев, и мы с ним поговорили. А потом он задал мне вопрос, какой у меня год рождения. Ну, я одолела, вот с числительными на остинском языке было, конечно, сложно. Я одолела Мин Фарашада, а вот 48-й мой год я так и не смогла. Я поняла, тут, конечно, нужно будет работать. Они посмеялись, но потом мы поднялись на второй этаж. И там был Ахсарбек Тарканович, Виктор Семенович Пастон, наш главный режиссер. И тогда они сказали такую фразу сакраментальную, я ее так хорошо запомнила. Я уже сегодня об этом рассказывала, но расскажу еще раз. «Все хорошо, она слишком молода». А я говорю, это недостаток, который очень быстро проходит. И вот они стали хохотать. И вот этот хохот и их лица, на самом деле, вот они передо мной, перед глазами сегодня. Первый эфир, он самый запоминающийся. Вот вспомним, как это было, какие чувства вас переполняли и как он прошел. Все дело в том, что вот я была диктором-практикантом, а система была такая. Вот был дежурный диктор, который делал объявки, давал коротенькие аннотации, все это вот по тексту. А другие кто-то, вот дикторы, они в этот момент ввели программы, допустим, это же прямой был эфир, это не запись, они сменялись, какие-то программы вели. Причем тогда не было четкого разделения, что вот ты ведешь какие-то литературные программы, или там, в общем-то, вот приносили программы, и нам просто расписывали это вот Володя Дудиев и так далее и тому подобное. Вот. И я делала пока, конечно, только объявки. И это мне не очень нравилось, потому что там надо было все говорить по тексту. А у меня вот какой-то внутри протест. Я всегда переделывала тексты под себя. Вот. И поэтому вот мое вхождение, оно как-то вот прошло плавно. Я вот особого стресса не испытала. Но уже когда стали поручать большие программы, конечно, там нужно было очень много работать. И особенно нужно было работать с осетинскими текстами. Да. В маленькой республике вас знали в каждой семье, Земфира Давыдовна. Не сложно ли было быть на виду и соответствовать всем критериям сотрудника телевидения? Все дело в том, что я же из патриархальной осетинской семьи. И для меня вот эти вот нормы поведения, они же в крови, и меня совершенно ничего не смущало. Я понимала, что если я раньше себя вела достойно, то сейчас я должна себя вести еще более, ну, правильно, что ли. И мне это было совершенно нетрудно. Другое дело, что все-таки есть некий груз ответственности, который вот все-таки немножечко давил. И я когда-то мечтала о том, что когда-нибудь, когда пройдет много лет, я буду совершенно спокойно ходить по городу, никто меня узнавать не будет, я буду жить свободно и весело. Но, к сожалению, или к радости, этого не произошло, потому что все-таки отвечать требованиям этическим,
нормам своего народа, мне кажется, это долг каждой женщины. Ваш голос в сочетании с внешностью обладает какой-то магией, делает ваш образ неповторимым. Наверняка у вас есть свои профессиональные секреты. Ну, Людочка, правда, первый раз слышу, что вот именно неповторимое. Вообще, мне кажется, люди достаточно опрометчиво раздают вот эти вот звания легендарные, еще как-то, или звезда, потому что вот этими категориями я не оперирую. Я просто знаю, что если ты к человеку относишься с эмпатией, если ты к человеку относишься тепло, если ты в нем видишь личность, да, то ты всегда будешь понят правильно. А то, что я вижу сейчас, вот иногда, когда людям кажется, что если их показывают по телевизору, то это уже какое-то огромное достижение. Я и в 20 лет, и в 18 понимала, что это не критерий. Сегодня ты, допустим, диктор или узнаваемая личность, а завтра же все может поменяться. Ну, я была ребенком начитанным, философского склада ума, и поэтому мне не составляло труда, вот как ты сейчас сказала, соответствовать вот требованиям, на самом деле, моего народа. Я же вообще вот совершеннейший патриот. Это же замечательно. Ну, не знаю, насколько. Вы влюблены в свою профессию? Почему спрашиваю? Потому что невозможно столько лет работать на телевидении, если ты безумно не любишь эту профессию. Но я безумно люблю людей. Вот когда пришла эпоха вот всяких, ну вот, как это называется, я и техника совершенные антагонисты. Но я вот, когда поняла, какие чудеса можно творить, такие заставки красивые, но я больше всего была впечатлена вот этими заставками, этими компьютерными какими-то чудесами. Когда мне сделали первую компьютерную шапку, я наглядеться на это не могла. Я с таким удовольствием это все. Но все равно, и ты это наверняка уже знаешь, коль скоро работаешь в средствах массовой информации, самое главное – это человек. Это его жизнь, его судьба, это его чаяние. Вот если убрать человека, ну что эти технические прибамбасы? Ну, конечно, сначала посмотришь, а потом же уже как-то содержание. Да, содержание. Поэтому я же говорю, что, конечно, люблю свою работу и влюблена прежде всего в людей, потому что такие судьбы бывают, такие потрясающие истории, да, что ты думаешь, ну, насколько же многообразен вообще этот мир и многогранен. Работа в прямом эфире для каждого журналиста, особенно для телевизионщика, скажем так, это есть показатель профессионализма, потому что не каждый может работать. Наверняка у вас были какие-нибудь интересные истории. Ну, историй там, конечно же, очень много, потому что все же было. И заставки падали, и софиты, ну, если не загорались, так лопались. Ну, чего только не было. Но самое главное, это ведь как? Вот, допустим, вот я веду какую-то программу в прямом эфире, а здесь у меня монитор, и я отговорила, допустим, свой текст, а дальше должен идти сюжет, киносюжет. Тогда же все это было на пленке, не так, как сейчас на видео. Я разворачиваюсь и внимательно смотрю. Ну, смотрю секунду, вторую, третью, нарастает паника, потому что там ничего не происходит. И ты уже начинаешь в голове сочинять текст, что же я должна, так сказать, вот сказать. И у нас была Ира Макеева, это вообще, что называется, режиссер от Бога, и она меня очень сильно, ну, можно сказать, прессовала. Она меня буквально за каждую ошибку, она мне выговаривала так. И я как-то просто, видимо, у меня как-то веки затрепетали. Я развернулась, ну, правда, что-то сказала, но потом, когда я вышла из эфира, она мне говорит: ты единственная, которая выдерживает камеру. Почему вот у тебя затрепетали веки? Я говорю: а что, это было видно? Конечно, было видно. Ну, я не знаю, прямой эфир – это ведь не только… Понимаете, ведь люди думают, что прямой эфир, вот пришел человек и стал разговаривать. Не-а. Ты
Ты же прекрасно знаешь, что для того, чтобы вести прямой эфир, эту тему нужно изучить. И обязательно, ну, это как 1/6, да, вот, айсберга. Это ты видишь только маленький, так сказать, а внизу, если это ничем не наполнено и не заполнено, то ты никогда не будешь интересен человеку. А если вот говорить о прямом эфире, который вот был в начале 90-х, или когда вот произошли вот эти вот пертурбации, то нашим молодым, я не имею в виду нашим, а я имею в виду вообще, вот так сказать, по Союзу, им казалось, что прямой эфир – это такая веселая вещь, что можно в эфире говорить все, что хочешь, и... Я не знаю, вот у меня есть такое выражение, может, это не совсем этичное, но дурковать вот можно так, особенно для молодежи. Кстати, не очень возбраняется, но пока они сами эмпирическим путем не дошли до того, что так не бывает, что каждый экспромт и каждая твоя мысль, она уже должна быть сформирована до того, как ты вышел в эфир. Столько лет работы на телевидении, несомненно, был большой коллектив. Что вы ценили и цените больше всего в своих коллегах, в людях, которые вас окружали? Во-первых, когда я пришла на телевидение, я люблю об этом говорить и всегда говорю, это был... Ну, такой коллектив, это были такие люди, это каждый человек был личностью. А что тут сказать об Ахсарбеке Таркановиче? Это же вообще был человек-космос, потому что за полетом его мыслей очень трудно было уследить. Он занимался всем, он знал производство от начала и до конца. По этому поводу сочиняли не мы, это его коллеги, которые, конечно, были значительно старше. Когда бы я посмела что-нибудь сказать, они говорили, когда, говорит, его любимая жена ему говорит, скажи мне что-нибудь ласковое, он говорит, кино. То есть это было вот настолько, ну, как говорили в свое время, вместо телевидения, это дудя-видение, да? А вот посмотрите, какой там в этом глубокий смысл, вот на самом деле. То есть там были такие люди, общение с которыми это было удовольствие, это была радость. Жанна Кабоева, Ада Тамаева. Вот когда я пришла на телевидение, Ада Тамаева взяла меня как-то вот под свое крыло, и я была дочитанным, ну, в то время было такое. Стыдно было быть не в курсе каких-то новых произведений, да? Но и тем не менее она всегда находила какие-то книги о телевидении, которые она мне давала. Вот «Сапака. Телевидение и мы» я впервые взяла из ее рук и прочитала. То есть... люди были наполнены знаниями. И я что хочу сказать. Если сегодня мы имеем доступ, ну, к интернету, ну, хорошо, там такие выжимки, да, вот. Ну, понятно, ты, может быть, и запомнишь какие-то выражения, но если ты не прочитал это произведение, если у тебя не сформировалось свое собственное мнение, если ты не сделал какие-то выводы, то это, ну, как вам сказать, это, как это сейчас говорят, фейк, да, но все-таки это не настоящее знание и познание. Колоссальный опыт работы на телевидении. Какой бы совет вы дали начинающим телевизионщикам и часто ли к вам обращались за советами? Ну, обращались, я занималась, конечно же. И я хочу дать только один совет, потому что я часто вижу, довольно часто, что журналист, который берет интервью, он заботится о том, как он выглядит, и чтобы никто не подумал, не дай бог, что он там недостаточно в курсе событий. Но надо помнить, есть прекрасное выражение, и вы его наверняка знаете, что журналист – подсвечник, а свеча – это все-таки герой, которого ты пригласил. Вот говорят какие-то секреты. Вообще-то один-единственный секрет – это много работать и любить людей. Как относитесь к современному телевидению? Ну, давайте мы не будем говорить про ужас-ужас, который мы видим не на наших каналах, не на региональных, я так думаю. И мне кажется, что все-таки классическое телевидение больше сохранилось именно на региональных телевидениях. Потому что вот эта вседозволенность и желание хайпа
на всем, даже на самом святом, это все-таки не наша история. И я так рада, что это нас не коснулось. Вот я очень рада этому. Мне кажется, сейчас идет некий откат, да, что уже вот какие-то обычные человеческие ценности, они выходят на первый план. И вот то расчеловечивание на самом деле, прекрасное выражение, из современных я взяла только вот это ужасно еще и потому, что это бумеранг и на многие наши, так сказать, десятилетия вперед. Мы наших детей учим не чувствовать, мы наших детей учим пробиваться, учим зарабатывать самыми разными способами, лишь бы. Мы возвели материальное, ну, я не знаю, в ранг божества. И конечно же, это вот как бы очень плохо. Но не может быть телевидения, которое не развивается. Да? Потому что если мы учились, как я говорила, методом проб и ошибок, то сейчас я нашим журналистам тоже вот недавно давала интервью и говорила: у вас же такая прекрасная возможность ездить в Москву, ездить куда угодно, учиться онлайн, смотреть, как работают другие журналисты известные. Вообще умный человек и человек, который мыслящий журналист, он же опосредованно берет информацию. Он для себя возьмет, ну хорошо, вот плохой ведущий, он скажет: ну так делать не надо. Он увидит человека, который глубоко знает предмет, он скажет: ну да, вот ему как бы нужно следовать его примеру и так далее. Но не может телевидение стоять на месте, и жизнь стоять на месте не может, потому что, ну это, как мы говорим, закон природы и закон мироздания, все старое уходит, а новое возвращается. И не дай Бог, если бы за нами не шли бы, я всегда это говорю и буду говорить, если бы за нами не шли молодые, наполненные энергией молодые люди, которые хотят привнести что-то новое, тогда бы жизнь остановилась, а я этого никогда не хотела бы. Земфира Давыдовна, вы довольно-таки медийный человек. Ни для кого не секрет, что телевидение занимает очень много времени. На самом деле, в одном из интервью я видела, как ваши коллеги говорили о том, что вы замечательная домохозяйка, хранительница домашнего очага. Как в себе можете сочетать профессионализм и работу на телевидении вот с семьей? Потому что зачастую же говорят о том, что где-то какое-то направление страдает. То ли это работа, то ли это семья. Как у вас это было? Но судя по отзывам коллег, вы все-таки справлялись отлично, и там, и там. Все дело в том, что вот с маленькими детьми мне помогала моя свекровь, и это вообще вот прекрасно. Мои заловки замечательные. Вообще у меня чудные заловки. Одной, кстати, вот она жила в Ардоне, она ушла от нас. У меня старшая заловка, необыкновенная женщина, Лена Цагараева. Это Яхисеева Ждандарной. Вот это, ну, аристократ духа. Белла Гатееву, наверняка ты ее знаешь. Ну, то есть, вот как бы мы жили, ну, это же, вот я же говорю, патриархальная семья, и, естественно, они мне помогали. Но, что хочу сказать, это ни одно значимое событие, которое происходило бы в жизни моих детей, я не оставляла вот просто так, потому что я должна была везде присутствовать и везде это все объяснять, что-то рассказывать. Ну, какой основной рецепт вот воспитания? Я говорила, только любовь. Но это не такая любовь, которая всепрощающая, я не знаю какая. Нет, любовь, она должна быть осознанной. И, не знаю, как-то вот все-таки удавалось. Не хочу сказать, что это же всегда, только в совершенно идеальном мире может быть так, что хозяйка и это... Нет, конечно же, я думаю, что я неплохая хозяйка, но не в такой вот мере, как вот людям кажется. Может быть, так. Земфира Давыдовна, телевидение – это коллективный труд. Говорят про вас коллеги, что вы всегда умели работать в команде. У меня столько любимых коллег. Если я сейчас начну перечислять, я боюсь, что просто этого времени не хватит. Очень часто вспоминаю своих режиссеров, с которыми я работала. Это и
Светлана Икоева – это монтажер. Ну, она режиссер монтажа, я так думаю, потому что работать с ней это было… Вот я не знаю, это как будто бы ты где-то отдыхаешь, потому что ты приходишь, ей быстренько мы так вот объяснимся друг другу, она тебя понимает мгновенно. Человек одной с тобой группы крови, да, талантливая, она же еще, она молодая, намного моложе меня, она же еще монтировала художественные фильмы. И вот ты сидишь и начинаешь вспоминать и Агузарова, и вот эти вот перипетии с кино, и мы в то же время работаем, и мы настолько совпадали, да, что я уходила, и вот как будто бы я не работала. Это же такой талант быть хорошим человеком, честное слово. Я ее обожаю до сих пор, и сейчас она уже не работает, но переписываемся, и каждый раз, когда мне уже как-то так вот где-то свербит, я звоню, рассказываю ей свои какие-то истории, она свои. Есть люди, которые… Ну, не то, чтобы они тебя… Ты понимаешь, что это хороший человек, но он не твой. Вот он как бы не может… Ты не можешь с ним не можешь раскрыться так, как с тем человеком, который тебе, ну, не знаю, как бы, как говорится, вот, близок, вот, духовно или еще что-то. И потом… Я вот очень люблю это выражение, часто его повторяю, если кто-то слышал, то пусть меня простит, но есть же такая притча мудреца, когда спросили, говорят, что такое духовный человек. А он говорит, это не то, что он говорит, и даже не то, что он делает, а это атмосфера, которая создается в его присутствии. Ни один человек не может создать атмосферу, которая не свойственна его духу. Вот когда иногда уходит человек, и ты себя чувствуешь наполненной, да, вот ты думаешь вот этими мыслями, вот этим позитивом, этой радостью, этой доброжелательностью к людям, то это, конечно же, ты понимаешь, что ты общаешься с человеком, который тебе приносит так много добра, и в том числе и твоему здоровью, и ментальному, и обычно физическому. На ваш взгляд, Земфира Давыдовна, есть ли у телевидения будущее или оно уйдет в формат интернет-вещания? Дело в том, что так далеко загадывать наверняка не могу, потому что технический прогресс, он такой стремительный, что, может быть, когда-то это будет. Но в ближайшем будущем, мне кажется, совершенно нет. Потому что иногда ведь не хочется копаться вот в этом телефоне или там вот на компьютере, а просто включил. И вот эти вот ощущения, дай Бог, вот доброй информации, ощущение, что в доме находится, ну, если не человек и не робот, но очень известный тебе, ну, пусть это будет, я не знаю, друг, да, то это, мне кажется, что это вносит какой-то душевный комфорт. Вряд ли это случится в скором будущем, я так думаю. Сегодня, оглядываясь назад, что можете сказать? Такой путь пройден, целая эпоха телевидения, ГТРК «Алания». Вот я прежде всего хотела бы сказать вот что. Когда человек приходит к какому-то определенному возрасту, и это достаточно печальная история, потому что мы уже, когда себя осознаем, мы понимаем, что жизнь конечна, да? Но если у тебя рядом, и за тобой, и рядом вот эта молодая поросль, молодые люди, которые относятся к тебе с пиететом, которые тебя уважают и любят, и ценят, то, понимаешь, это как-то нивелирует вот всю тяжесть понимания, что жизнь, так сказать, не вечна, да? Все хорошо, будем жить, будем работать. Я вас, Земфира Давыдовна, благодарю, что вы сегодня пришли к нам в студию, нашли время. Поздравляем вас. Спасибо. И надеюсь, что еще в следующий раз мы обязательно с вами встретимся, потому что вы безумно обаятельны. От вас веет теплотой. И для меня вы на самом деле, как и для многих семей нашей Северной Осетии, очень великий человек. Вы член нашей семьи. Спасибо, Люда. Успехов самое главное. И держите, в общем-то, марку осетинского тележурналиста высоко. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго.